Добрый вечер. Если отметить этот год яркими примерами и событиями, то, конечно, отдельно хочется отметить постановку романа Габрия Гоголя «Ревизор». Он прозвучал впервые на сцене нашего Государственного драматического театра, впервые в новом прочтении талантливого режиссера, которого связывает 12 лет плодотворного сотрудничества с нашими актерами. И каждый раз его спектакль – это событие. То же самое можно отнести и к «Ревизору». Новое прочтение, снятие четвертой стены, действие играется в одной комнате, смена живая игры, азарт, движение сюжетов. Это все присуще, конечно, творчеству Гоголю. Но как прижилась сама игра к актерам, как они себя ощущали в этой необычной постановке. И, конечно же, спросим мнение главного судьи, это зрителей. Обо всем поподробнее в нашей сегодняшней передаче. Спектакль «Ревизор» режиссера Романа Габрия по одноименному произведению великого русского писателя Николая Гоголя в постановке, носящей социально-сатирический характер, отражены человеческие пороки, такие как взятничество, невежество, беспринципность и глупость. Эти, конечно, качества всегда приносят провал и поражение. Для юго-осетинской сцены в новинку не только сам спектакль, актуальность темы, но и формат его подачи. Вместо традиционного расположения зрителей в зрительный зал переносится прямо на сцену, благодаря чему можно будет полностью погрузиться в происходящее. Помимо этих новшеств, в знакомое всем произведение интегрированы элементы современности. Ушындың кәнін бетір бұқайнам, кәрсідіш чиновник хашлавардима, самай башкара гаш губерния, валдайдар тамах уезді. Уяхи авдиші құматачы адай магай. Ама ябону ама сара сафандырандар. Адатта башыттон меуэнкчиндар адамай. Ашкунчунun автамай дыдар күт алы адай магдар авта да тарих атчын. Уманама да эмбараг адай магда, Световое решение в этом спектакле было на высоком профессиональном уровне благодаря мастеру-художнику по свету Максиму Охранееву. Место действия разворачивается в комнате, поэтому свет здесь играл немаловажную роль. Он должен был идти естественным образом, и при этом в реализме происходила какая-то некая магия сценического действия. Ждан Асигората Хисал Антон Антонович Сквозник Дмухановской. Иван Александрович Лисаков. Иван Александрович. Куда город хисал автомахашал нумайн самай хоштанон, ама аудон ала арсава гваждан, ама ахдауджен адай магалдар. Самай авхардма самай яху. Подобный формат необычен не только для зрителей, но и для самих актеров. Bağırlıkta. Da ben mi tıngırçı? Maham tıng deruk süzgun, aham kartın adayım hocam. Na, sataz biliyorsun. Manan faldar süzgun. Badgar kanda horsi. Bujdak. De, after zuriş barray, o makam pliment ne? Na, manan süzgunu. Ma forş me takay konuş. Ватсаган столица фашта. Хам да вояжировка, вояж. Умтенго важжомна. Необычный формат спектакля «Ревизор», по словам самого режиссера Романа Габрия, это подарок зрителю, возможность посмеяться и отвлечься. Особенность постановки состоит и в размещении зрителей. Они сидят не в зале, а на сцене, где и разворачивается
действия. У меня давняя дружба с коллективом театра, и мне хотелось что-то предложить им новое, чтобы и мне по-новому с ними поработать, и чтобы ребята попробовали что-то, ну, какую-то форму существования незнакомую. Вот. И мне пришла в голову вот эта идея посадить зрителей на сцену, и чтобы артисты в шаге от них сыграли комедию. То есть мне было важно, чтобы этот жанр был комедией. Это прошло 200 лет со времен жизни Гоголя, но ничего не изменилось, и чтобы вот как-то особо этот смысл рассказать, вот я соединил времена. Ну вот именно это, наверное, главная мысль, что, как говорил Салтыков-Щедрин, разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в России, в ней пьют и воруют. Вот, наверное, в этой неизменности вот этих пороков хотелось поговорить, но об этом, собственно говоря, и Гоголь писал. Хотелось бы узнать мнение самих зрителей, как им было в этом необычном формате. Да, формат очень интересный, первый раз вот на таком представлении. Интересно, необычно, больше впечатлений, потому что актеры близко, рядом, и ты видишь вполне их эмоции, действия, лица. И, конечно, ту тему, которую они подняли, такую злободневную, и которая всю жизнь идет вместе с человечеством, она, конечно, интересно раскрыта и сыграна прекрасно. Наши актеры, как всегда, великолепны. А Роман Габрия, он очень необыкновенный режиссер, он очень абстрактный, может, даже я неправильно выражусь, но то, что он очень разносторонний, и то, что современность с классикой он соединяет вместе, вот это создает очень интересную такую картину и действие. Мне очень понравилось, и я надеюсь, что он еще будет ставить нам подобные спектакли и будет вообще вместе нашу публику радовать. Я привыкла к классическим постановкам, классическим спектаклям, по классическим произведениям. И меня эта пьеса, этот спектакль очень шокировал на самом деле. Хотя я пробовала какие-то такие современные постановки смотреть. Я была в одном театре в Краснодаре. Это не мой спектакль. И для меня вот сама эта атмосфера, когда ты сидишь на сцене, и актеры прямо перед тобой, они наводят и смущение, и такое чувство неловкости, и в то же время это очень экспериментально, очень интересно, необычно. И, наверное, за счет вот этих чувств, шока, там каких-то, возможно, таких неловких моментов, чувствуешь себя очень необычно, и это тебе нравится. В спектакле есть некоторые сюжетные нюансы, которые режиссер и, по словам самих актеров, они придумывали сами в процессе работы над постановкой. В самом начале я, конечно, восприняла всю эту затею очень настороженно, очень долго сопротивлялась. Я такой немножко консервативный человек, и для меня в театре вот есть определенные правила, по которым я существую на сцене, работаю над ролью. И эти правила как бы для меня вот, ну, основа такая, на которой, собственно, и держится вся моя работа. И тут приезжает режиссер. Наслышана я была о нем очень много хорошего, и как бы, естественно, я очень готовилась, волновалась. И задает нам правила игры. И игра оказывается совершенно без каких бы то ни было правил. Все, что мы знали, все, что мы умели, это все отложите куда-нибудь в стороночку. Сегодня мы будем рождать творчество здесь, сейчас, сиюсекундно. И вот таким вот образом рождался этот спектакль. Это было очень интересно. Есть у нас такой один маленький актерский секретик. Четвертая стена. Ты просто отгораживаешься от зрителей. И на самом деле я чувствовала, как зритель больше переживает и волнуется, и смущается, нежели артисты. Артистам гораздо проще, потому как ну, в таком формате ты просто как бы еще больше отстраняешься, абстрагируешься. То есть зрители находятся в непосредственной близости, там, буквально в 20 сантиметрах от меня, но я не могу различить ни их цвет одежды, ни их лица, то есть они совершенно для меня вот такая абстрактная фигура, и я вот как бы вне этого. Тем более режиссер таким образом простраивает
спектакль таким образом выгораживает наш быт вместе с художником, что ты как бы оказываешься как будто бы вот в своей какой-то уютной комнате, вот в своем доме, и как бы вот тебе очень уютно, комфортно существовать на сцене. И это на самом деле, ну, впервые со мной, пожалуй, такое, потому что, выходя на сцену, ты четко понимаешь, что вот эта вся театральная условность, вот этот весь реквизит, все сцены, все ты понимаешь. А тут какая-то совершенно другая правда. Романа Габри я, конечно, знал, кто это такой, но у меня не было возможности с ним поработать, пока я жил и учился в Петербурге. Все-таки это другой театр, и я на тот момент был студентом. И, конечно, да, для меня стало большим удивлением, что он уже не первый раз приезжает сюда и ставит здесь спектакли. Что мне больше всего понравилось, это то, к чему я привык, потому что в Петербурге, в Балтийском доме, когда я работал, и в целом, пока я сотрудничал с другими театрами, работа была примерно такая, что артист предлагает, да, исходя из того, что сказал режиссер, и все берется на вооружение, но потом самое лучшее оставляется, естественно. И тут, да, был примерно такой вот способ работы, и мне такое очень нравится. Было сложновато работать только потому, что было мало времени на постановку, и мы работали по ночам. Но я получил колоссальное удовольствие от работы с Романом. Роман Юрьевич очень мудрый, работоспособный, действующий, интересный, у него столько идей. И да, это такая сказка, в хорошем смысле этого слова. Получается так, что я пробовал делать комичные образы, по большей степени я работаю в образе героев. А тут острохарактерный. Я думаю, как это делать? Потому что сложность заключается в том, что если у тебя нет этой природы, то ты можешь очень сильно наиграть. И тут тебя, конечно, ничто не спасет. И я все так вот пробовал, думал, как вот это сделать, как вот не наиграть, как не выглядеть как обезьяна. Не знаю. Маленькая роль, но она очень такая говорящая. Ну, маленьких ролей в принципе нет. Тут все зависит от артиста и от того, что хочет режиссер. И мне что больше всего понравилось, то что сначала мне дали полную свободу, потом меня где-то причесали, потом сказали, наоборот, попробуй еще больше. Я не могу оценивать свою работу, потому что я не вижу себя со стороны, я исхожу только от своих внутренних каких-то впечатлений. Но я получил много хороших отзывов. Это приятно, и хочется работать дальше, пробовать что-то новое, и для актера это очень важно. Как отмечалось выше, в спектакль включены интерактивные эпизоды, позволяющие органично еще сильнее погрузить зрителя в сюжет. Перевод пьесы на осетинский язык был выполнен еще в советское время известным актером, переводчиком и режиссером Федором Харебовым. И надо здесь отметить, фееричный блистательный текст не утратил своей актуальности и в переводе на осетинский язык. Я покажу, нахер зомой меня годи пала, замотен гжучно диофтама покошти. Бажардана сахат кота бафахстон. Трактирщик власне жахен. Чи власне налгойма гжунг налгойма. Вадмен власне жахен. Ой жах Петр Бухайр саука чиновнику. Номет адам Иван Александрович Хлестаков. Автотандыр сюдай. На, видя вы на вызове, Петр Иванович. Ой, Антон Антонович, хосавштаны ойю, на самом макаве, на ставиде, ойю, хосавштаны ойю, ревизор! Натья, для вас, как для актрисы, которая исполнила роль министрши здравоохранения, тоже не совсем такой однозначной женщиной, со своим вычурным характером, каково было вжиться в эту роль и в целом сыграть в спектакле режиссера Романа Габри, в спектакле, где все прозвучало, как говорится, в новой интерпретации, сам формат подачи спектакля и та же четвертая стена, которая была разрушена, и вот это вот единое пространство со зрителем на одной сцене. Как это все было для вас и вашими ощущениями? Поделитесь, пожалуйста. Роман Габри, как бы не первый раз, да, как вы озвучили, он уже третий спектакль, это его, у нас ставится. Но каждый раз, когда он приезжает, я, по крайней мере, узнаю что-то новое обязательно. Это все-таки
очень колоссальный опыт мы от него получаем. С ним, с ним работая, мы получаем колоссальный опыт, конечно же. Все время узнаем что-то новое. Теперь что у нас? Вот формат у нас необыкновенный был. Мы, конечно, побаивались, как это воспримется нашим зрителям, но свершилось чудо. Да. И зритель это принял, что очень нас обрадовало, конечно же, потому что в ногу со временем все-таки надо жить. Надо выезжать, но мы же не удивим всех вот нашими вот этими декорациями такими старомодными, как сегодня это можно так сказать. То есть вы хотите сказать, что сегодня уже выходят декорации на какой-то другой последний план, а игра режиссера, то скоро может декорации вообще не быть? Да, минимализм, да, это в принципе приветствуется тоже, да, по поводу сценографии всего этого, но игра артистов всегда оценивается. Это главное. Да, это все-таки главное. Да, можно просто на ровном месте выйти и актерски все это сделать. И спектакль. Ну а тут вот формат такой, со зрителями это было необычно. Это было странно даже, можно сказать. Ощущения были, конечно, у всех какие-то свои разные. Очень необычно, мы очень переживали. Ну, я очень волновалась. Я понимала, вначале, вот в первый мой выход, очень волновалась. Ну, а потом потихонечку волнение прошло, и да, и все, мы забыли о зрителях и начали жить. То есть вы сразу с раздачей роли согласились и какой-то... Проэкспериментировать? Ну, почему бы нет? Почему нет? Театр это же эксперимент все-таки. Можно экспериментировать. Отражать жизнь как угодно можно. Это главное, это отражение жизни. Иван Кузьмич. Ой, Иван Александрович. Jonas, حافظ من نگورتن راه بیزن گفتوی اقصای پرشتن آرخوان آرش دادن یک کلم جاره کوی کنم مکان دنیی کن جمنو ایز برکلم Антон Антоныч везех сатаю вилдерне верта язик تا دوم سمه آلتا من در زورم آرخون سبرت شخص که باسیوی На самом деле она мне нелегко удавалась. Во-первых, мы выставили за ограниченное время, очень короткое время. Это очень сложно выучить текст, думать о чем-то еще, об образе и все такое. И для меня это было очень тоже волнительно. У меня даже подкатывалось ко мне даже мысли, что я не справлюсь с этой ролью, и это мой провал. На самом деле справилась. Справилась, но я с трудом доходила до этого. У меня образ. Просил вообще не играть, а просто То есть играть, если мы на сцене играем чуть-чуть в плюсе, вот эмоция радости, да, мы же так радуемся, да, чуть-чуть в плюсе, чтобы вот на 6-м ряду, кто сидит на 8-м, на 10-м, чтобы они все это видели немножечко, да. А тут никаких плюсов. А мы что привыкли немного с плюсом играть, а тут нет плюсов, реально вот в жизни. Как мы кушаем, как... Но не как Натя кушает в жизни, а как кушает Артемидов. В театре считается, что после премьеры спектакль должен устояться, войти в репертуар и играться уже с новой силой. Вот сегодня уже прошло с момента премьеры 3 месяца. То есть сегодня вы его играете уже 5-й раз. И каково это чувство уже сегодня? Есть ли какая-то уверенность? И что изменилось за это время? Я очень рад, потому что для меня это праздник.
Я люблю этот спектакль. И я люблю, в принципе, все спектакли в нашем театре, не только этот. И не может быть такого, что вот есть постановка, ты вот как в первый раз сыграл, так ты и будешь это еще 200 раз играть. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену, это должно быть что-то новое. Не то, что ты там меняешь мизансцены, меняешь слова. Нет. Ведь если даже вас попросить, там, не знаю, там, сделать глоток чая, вы же не будете как робот это делать. Каждый раз, пока вот вы будете пить этот чай, что-то будет новое. Вот так и должно быть на сцене. Иначе это не про актерскую игру, это не про жизнь на сцене. Вы знаете, вот мы играли его уже, наверное, 5 раз. 5 раз где-то мы его играли. И все эти 5 раз это были совершенно разные спектакли, потому что ведь нет никакого четкого, у нас нет четких каких-то мизансцен, нет никаких таких каких-то ограничений. То есть в естественной жизни мы ведь не продумываем свой каждый шаг. Вот точно так же на сцене, даже если есть такое желание заранее простраивать, то потом как-то сама вот эта вот естественная жизнь, она подсказывает, там где-то ты роняешь предмет, поднимаешь, где-то там у тебя там косичка расплелась, где-то у тебя там, не знаю, вот какие-то такие мелочи, и они как раз создают вот эту всю правдоподобность. На самом деле они кажутся со стороны мелочами, вот там детали, но от того, что вот так близко зритель находится, вот эти все детали, они создают вот эту реалистичную жизнь. И многие делились, кстати, что у них было такое чувство у зрителей, что они как будто бы подглядывали. Отдельно хочется отметить работу оригинальных костюмов костюмерного цеха в лице Ларисы Сюкаевой. Рождение чего-то нового, тем более рождение спектакля, нового спектакля в новом прочтении, это всегда экзамен. Экзамен на жизнь. И как он сохранится, устоится, зависит и от игры актеров, и, конечно, от участия зрителей. Но сегодня он востребован. Мы видим, как каждый раз на него приходят аншлагами наши любители театрального искусства. И, конечно, можно сказать, что он состоялся. И будет еще жить долго и радовать, как многие постановки Романа Габрия. У меня на этом все. Приходите в наш театр. До новых встреч. Я благодарю вас. Ходите в театр и любите артистов, и любите театр. Я не забуду тебя никогда. Thank you.